Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров провел рабочую встречу с руководителем территориального управления Федеральной антимонопольной службы России Батыром Тачиевым. Ключевой темой встречи стала реализация в регионе национального плана развития конкуренции на 2018-2020 годы, проводимого во исполнении указа президента России. К настоящему времени между ФАС России и Ингушетии заключено соглашение о взаимодействии, в котором предусмотрен план осуществления данного указа. Руководитель антимонопольного ведомства в Ингушетии отметил, что в соответствии с перечнем поручений президента России по итогам заседания Госсовета по вопросу развития конкуренции в республике внедрена система мотивации органов местного самоуправления к эффективной работе по содействию развитию конкуренции. Наряду с предусмотренными мерами поощрения Батыр Тачиев предложил дополнить систему условиями, при которых будет предусмотрено наказание за неудовлетворительную работу ответственных должностных лиц. По итогам рабочей встречи руководитель региона дал положительную оценку деятельности ведомства в республике и выразил уверенность в уменьшении числа нарушений антимонопольного законодательства в текущем году. Мы уже завтра приступаем к работе реализации этого плана. И 7 пунктов по этому плану мы планируем реализовать уже завтра. Есть показатели, также перечнем поручений президента Российской Федерации по итогам заседания Госсовета по вопросу развития конкуренции. Также был дан перечень поручений руководителям субъектов Российской Федерации. По ним хотел сегодня более подробно с вами поговорить, наше видение об этом рассказать и в этом направлении все более. Нам необходимо 2 раза снизить до 2020 года количество нарушений антимонопольного законодательства. В этих целях необходимо органам государственной власти и муниципального самоуправления республики принять антимонопольный комплаенс. Мы уже с правительством республики 2 раза проводили совещания по этому вопросу, и открытые совещания проводили. И большинство наших органов власти, они уже такое комплаенс у себя приняли, утвердили. Пока не приняли муниципальное образование, но по ним срок президентом Российской Федерации не установлен. По ним тоже будем работать. Далее с правительством мы в этом направлении тесно работаем. И все остальные предложения, они построены на том, чтобы именно достичь этот показатель снижения нарушения в 2 раза. Антимонопольный комплаенс будет предусмотрен ряд мер, в соответствии с которыми сами органы власти, они ведут внутреннюю систему фильтрации своих же документов. То есть обученные специалисты в этих органах власти, они должны будут просмотреть каждый документ, который исходит из их учреждения, и проверить его. Соответственно, мы таким образом пытаемся снизить количество нарушений. Вам совместно с главой администрации и рабочей группой, которую мы сейчас создадим, до 20.03 подготовить совещание. У нас время это терпит, где у нас должен быть анализ за 17-18 года, почему больше, меньше этих нарушений и так далее, куда мы, как продвинулись по этим задачам, которые у нас находятся. Ну и тогда я инструктаж сделаю с рабочей группой, и дальше разработать график. Если у нас здесь написано до 2020 года, мы эти задачи должны, я не знаю, какие сроки, там нужны точные сроки, но до 20 декабря этого года мы все задачи должны выполнить, к примеру. Поэтому, исходя из этого, надо составить график и за оставшееся время попытаться эту задачу решить.